17 июля делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Олегом Барцыц, по приглашению президента Республики Никарагуа Даниэля Ортеги прибыла с официальным визитом в Республику Никарагуа для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 46-й годовщины победы сандинистской революции. В состав делегации вошли исполняющий заместителя министра иностранных дел Ираклий Тужба и начальник департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Мадина Зухба, а также представители бизнес-сообщества Абхазии Борис Барцыц, Симон Агрба и Аляс Хашба. В аэропорту Манагуа абхазскую делегацию встречали советник президента Республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурилья, советник президента Республики Никарагуа по вопросам политики и международных отношений, заместитель министра иностранных дел Иван Лара, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладаря, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Никарагуа Михаил Ледзинев, представители средств массовой информации Никарагуа. На следующий же день делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Олегом Барцыц, прибывшая с официальным визитом в Республику Никарагуа, приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 46-й годовщины победы сандинистской революции. На полях официальных мероприятий глава МИД Абхазии Олег Барцыц передал президенту Республики Никарагуа Даниэлю Ортеге приветственное послание от президента Бадры Гунбов. В поздравлении, в частности, отмечается: позвольте засвидетельствовать вам свое уважение и направить братские приветствия от имени руководства и народа Республики Абхазия по случаю 46-й годовщины триумфа славной сандинистской революции, положившей конец многолетней диктатуре и тирании. Народ Абхазии, завоевавший свою независимость ценой тяжелых испытаний, подтвердивший свою непоколебимую решимость отстоять свое неотъемлемое право на свободу и самостоятельное развитие, всем сердцем разделяет с народом Братской Республики Никарагуа радость этого национального праздника. В Абхазии всегда с чувством глубокой благодарности будут помнить братскую поддержку, оказанную президентом Республики Никарагуа команданта Хосе Даниэлем Ортега Сааведра и народом Никарагуа нашей стране, отмечено в приветственном послании. Сегодня Никарагуа является свободной, суверенной, демократической, миролюбивой страной. Несмотря на оказываемое внешнее давление, Республика Никарагуа активно отстаивает национальные интересы страны на международной арене и играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной повестки дня, говорится в президентском послании. Было особо отмечено также, что делегация Республики Абхазия прибыла в Республику Никарагуа, чтобы в очередной раз подтвердить, цитата, безоговорочную дружбу с братским народом Никарагуа, с ее великими лидерами, команданта Хосе Даниэлом Ортега Сааведра и сопрезидентом Росарио Мурильо Самбраны. Даниэль Ортега, в свою очередь, попросил передать слова приветствия и наилучшие пожелания президенту Республики Абхазия и героическому народу Абхазии. На полях торжественных мероприятий, посвященных празднованию 46-й годовщины победы сандинистской революции, состоялась дружеская беседа министра иностранных дел Абхазии Олега Барцыц с министром иностранных дел Республики Венесуэла Иваном Хилем Пинто. Министры выразили обоюдную заинтересованность в интенсификации двустороннего межгосударственного взаимодействия и обменялись мнениями о дальнейших практических шагах по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. В ходе встречи Олег Барцыц пригласил своего венесуэльского коллегу Ивана Хиля Пинто посетить Республику Абхазия с визитом в любое удобное время. Сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Республики Абхазия. К другим темам. Российский политолог Сергей Маркедонов в своем телеграм-канале «Донской казак» опубликовал тезисы своего размышления о России на просторах бывшего СССР, с которым, как нам кажется, было бы любопытно ознакомиться многим, кто интересуется темами геополитики в постсоветском пространстве. Эксперт подвергает анализу сложившееся в некоторых политологических кругах мнение о том, что Россия, начиная с СВО на Украине, хотела сделать постсоветское пространство своим геополитическим доменом, но де-факто получила проблемы в своем ближнем зарубежье, как следствие сжатия влияния России в Евразии. Именно это мнение и пытается проанализировать эксперт. Он призывает коллег-аналитиков смотреть вширь и вдаль, не ограничиваясь 2-3 годами, а посмотреть на процессы в десятилетиях. Сегодня модно говорить о том, что та или иная
постсоветская страна уходит из орбиты России. Однако стоит напомнить, что такие попытки в большей или меньшей степени предпринимаются практически всеми без исключения государства СНГ, начиная с 8 декабря 1991 года, пишет Маркедонов и задается множеством риторических вопросов. Цитата. «Или не было российско-азербайджанской заморозки в 1991-2001 годах, или Грузия, начиная с 1999 года, не стучала в двери НАТО, или Украина до 2014 года успешно ратифицировала договоренности по СНГ, или план Дмитрия Козака по федерализации Молдавии не провалили по инициативе Кишинева еще в 2003 году. Страны Центральной Азии открыто не поддержали Россию по СВО. Не напомните ли, они признали независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, вопрошает Маркедонов. Заметим, отмечает эксперт, все это имело место задолго до начала СВО, и проблема не в том, что, цитата, «наши бывшие братские республики все сплошь плохи и неблагодарны. У нас во многом разное целеполагание, и молодым государствам, не имеющим традиций собственной внешней политики, свойственны все огрехи и комплексы молодых наций и стремление форсировать бегство от метрополии вкупе с ее демонизацией и вера в некие спасительные союзы за рамками бывшей империи. Отношения России с соседями будут меняться, заключает Маркедонов. Они обречены на перемены с СВО или Бизоной. Растут новые поколения, инерция старого уходит. Как уйдет со временем, нет сомнения, и инерция бегства от империи, отмечает политолог. Цитата. «Естественно, само по себе чудо не случится, над ним надо будет работать, критикуя не только соседей, но и исправляя собственные проблемы, преодолевая догматизм, леность и косность. Но пока у соседей есть общие границы, общие вызовы безопасности, диаспоры, а также рефлексия по поводу внешних непостсоветских игроков, рановато заказывать реквием по России в ближнем зарубежье», уверен Сергей Маркедонов.